Продолжается рабочая поездка Радия Хабирова по городу Салавату, и мы отправляемся во двор 6 многоквартирных домов по улице Салавата Юлаева. Там реализовывают республиканскую программу комплексного благоустройства «Башкирские дворики». Это вот самый проект. В синем указано, что было. 7600 квадратных метров асфальта. Добавили в желтом 2500 асфальта. Это парковочные места. Расширили до 12 метров, 220 мест получается. Установили 51 светильник, 45 столбов. Вот, смотрите, я всегда замечание делаю. Вот это, вот земляные пространства, здесь это же газон. Это будет убираться все. Ага. И посев. Чернозем я запретил пока вести. Ну, как сказать. То есть вы сделаете здесь газон? Да. А вот это вот проверяли, от удара будет? Но оно держит, но надо еще сильнее. Есть такой опыт. Вообще лучше ломают. Высокий и ломают его, хорошо. да. Ну, рабиц у нас стоял, убрали, ломают. Ага. Просто изучили, у нас есть еще большой проект на 62-м доме. Ага. Сделаем из-за чего? Дети, все равно есть дети. Мяч перелетает, им лень бежать на калитку, ломать здесь. Мы предусмотрим, сделаем калитки за воротами. Здесь, да, вон он уже лежит, но просто мы не делаем, чтобы влага выравнивать. Здесь выравнивается. Вы такое делаете, да? Да, резиновое. Сплошного заливания? Нет. Пока так вот оно по проекту. Вон оно все привезено. Здесь будет укладываться сетка, геосетка, чтобы не убегала. И сделали плавный переход. Здесь его раньше тротуар был, но узенький, он был неудобен. А с людьми вот встречались? Конечно, они, да. У нас еще через собрание проходит, все довольны. Устанавливаем 74 садовые дворовые скамейки. И будут урны антивандальные, вкопанные. А это контейнерная площадка сделана? Да, это новые, да. Вот как раз я говорил, 290 новых контейнеров, в том числе в новых дворах везде. Там у нас новые. А разметку будете делать? Будем, но будем делать по-новому, правильно говорят, вот, елочку, чтобы не так вот выезжал, а с той стороны больше заехали. Выезжает. Да, больше и удобный выезд. Вот. Здравствуйте. Я к вам иду, вы что? Вот вы старший по дому живы, да? Да. Подойдите, пожалуйста. Я просто хотел узнать, с вами согласовывался вот как это делать? Конечно. Обязательно. С людьми были, да? Да. Обязательно. Вот учли ваши пожелания? Да. Такой тендер выиграть, это ведь нелегко. Бегали, подписывали все наши пожелания. И в окошко смотрим каждый день, у нас тут окна. И вокруг ходим, проверяем, смотрим, как что сделали. Молодежь просит одно, пожилые просят. Да. Вот учли ваши, как вы хотите, да? Вот это важно. Асфальта не хватает. Нам еще 2 недели и все, погодные условия только. Потому что на сырость мы не будем класть. И асфальт на сырость тоже не будем. Здесь у нас еще чуть-чуть добавлю. Здесь у нас раньше лежачие полицейские были асфальтированные. А сейчас мы делаем резиновые. С возможностью, чтобы зимой убрать. Потому что и трактора свои чистят, чтобы не сдирали. И зимой снег накатывается и трамплины получается. Вот договорились, да? Вот здесь. Да, конечно, на каждый дом по 3 штуки. По 3 штуки. Вот вкратце у нас такой думаю, микрорайон. будет, 50 домов. Потому что деток много. 5 домов у нас, да? 6 домов. 6 домов. Да. Для детей вот спортивные, получается, там? Да, игровая, все будет покрытие у нас мягкое, но там еще цементировать надо. Там Где сделать, цементировать? Из-за погоды. Камеры повесили, вот там на углу камера везде висит. вот камеры. И там Вот 2 камеры, камеры. только мне хочется понять, а куда они выводиться будут? Они выходят на нас и на Уфанет. У вас человек посидит постоянно? У нас записывает 45 дней он идет, потом можно поменять. Часть уфанетовская, и у жителей есть пароль, кто приходит, показывает паспорт. Безопасный город программу мы тоже здесь начали реализовать. В этом году на 14 миллионов обвязку камер мы делаем на наш центр ГОЧС. У нас есть программа такая же, хороший ремонт подъезда. Ну ладно, то есть с вами советовались. Все хорошо, все будет хорошо. Надзираете за всем этим, и тогда нормально. Старшие других микрорайонов и здесь, вот, которые половина у нас на работе, вам вот говорят большое спасибо. Строительство хирургического корпуса Салаватской городской больницы. Об этом речь на следующей встрече в рамках рабочей поездки Радия Хабирова по Салавату. Ее начали возводить еще в 1989 году, однако потом заморозили. В марте 2016 года 2 корпуса ввели в эксплуатацию. Судьба 3-го становится понятной только теперь. В
поле зрения Ради Хабирова и Салаватский роддом. Спасибо. Видите, вот уже же закипело здесь, закипело. Да. Сейчас посмотрим, что с роддомом вашим делать. Да. И с большим этим. Спасибо огромное. Так что за сделаем помощь, за поддержку, да. лучшую медицину в Салавате сделаем. Спасибо. Я же Шимбас, Да. еще чуть ли не пацаном был. Наши мамочки признались, что роддом ужасный. Я не знаю, вы были у нас? Роддом он красивый, конечно. Да, исторически такой, Исторически да, красивый, да. но, конечно, мы все уже проектируем. Да. Мы в курсе, там капитальный ремонт. Да. Это ремонт временно, но мы уже проектируем новое Новое по-другому уже, да. Здорово, супер. У вас тоже сделаем. Хорошо, спасибо вам. Это у нас основное здание клинической больницы города Салавата. Хотели рассказать о том ремонте, который мы здесь начали. А с роддомом что у вас происходит? Роддома какая ситуация? Значит, там здание действительно, оно 60-х годов постройки, это силикатный кирпич, который уже разрушается за счет времени. И одно из предложений, с учетом того, что много отделений, большинство отделений, которые имеют смежное, реанимация, диагностическая часть, сделать все-таки новый пристрой к хирургическому корпусу здесь очень позволяет, да. Реконструкция роддома, который мы хотели укладывать, там порядка 350 миллионов. Я думаю, что постройка такого центра женского здоровья обойдется в 400. Но это будет новое современное здание. Мы в Ишимбае строим, там В Ишимбае мы строим. Там. Мы сейчас ремонт заканчиваем существующего здания. И проектируем, да? Проектирование заканчивается в декабре, и выходим на стройку здесь. Давайте вот этот вопрос на здравчасе рассмотрим. Там поручение Абдрахимову и Забельнину, чтобы они подготовили на здравчас. Что с врачами у вас сейчас? С врачами Какая динамика? Плюс-минус? положительная динамика. В августе только пришло 9 человек. Врачам что даете? 9 квартир уже выдано, 13 квартир сейчас ремонтируются. В конце сентября их уже можно будет раздавать. А вот ожидаете приход сейчас как раз? Да, 13 врачей должны Ожидаете? прийти. Подтверждают, а нет? Не убегут? Вот которые сейчас я прям закончили. подробно могу сказать, мы прочесали полностью медуниверситет Уфимский и Оренбургский, здесь два центра, и люди учатся словацкие там и здесь. Те ребята, которые целевики, однозначно возвращаются, которые отсюда ушли. Есть, кроме этого, люди, которых мы сюда затягиваем за счет жилья, за счет вот этих вот грантов и так далее. Вот 13 человек, которые мы на этот год наметили, они у нас в терапевтическом и в педиатрическом звене полностью. Они когда пройдут? Сентябрь-октябрь. Ну, то есть к октябрю мы ситуацию исправим. Мы ее полностью не поправим. Ну, я понимаю, но немного исправим. Она пойдет, да. Улучшим значительно, плюс еще город здесь дает доплату именно участковым врачам в плане финансовой поддержки. Да. За 3 года 1 миллион они получают на личный счет. Кроме этого, город дает стипендию. 5-6 курс. Все учащиеся этих двух вузов получают 20 студентов, получают по 10 тысяч ежемесячно стипендию. А вы как-то договорными их закрепляете? Да? Вот, и мы, вот потом они после этого вынуждены будут вернуться сюда. То есть мы как бы это уже чуть дальше, завтра, послезавтра. Это не кого больше не хватает? Вот, получается, педиатров? Педиатров. Да? А Терапевтов 13 не хватает, терапевтов 23, но участков терапевтических больше, у нас 56 да. почти участков. И специалистов узких нет. У них как получается с записью? Сложности? Здесь сложности есть, но в 14 дней мы практически все стараемся выдерживать. Здесь хорошее взаимодействие с АО Медсервисом. Это предприятие, которое содержит медсанчасть. Оно вошло в нашу программу. Мы дали объемы для лечения больных с ОПС. То есть здесь взаимосвязь есть, но ситуация пока тревожная. Тревожная, да. А что в этом корпусе находится? 6 этажей, 6 отделений, терапевтическое отделение. Стационар, да? Стационар. Терапевтическое основное. ПСО, неврология, ПСО, кардиология. И Приемное отделение. там отремонтируем, установим ангиограф, установим компьютерный томограф, обновим материально-техническую В каком году у нас по плану? У нас здесь в следующем. В следующем году, да. Функционал отделения останется тот же. На первом этаже будет приемно-диагностическое отделение, включая в себя ангиограф, компьютерный томограф, необходимые кабинеты ультразвуковой диагностики, рентгенской диагностики, эндоскопические.
Единственное изменение, там присоединяется, то есть будет расположено гастроэнтерологическое отделение, добавляется сюда, на 4-й этаж, для того, чтобы все отделения, которые требуют экстренной медицинской помощи, было приближено к тяжелому оборудованию, серьезному, и к реанимации. То есть в отношении этого объекта у вас все, деньги есть, уже работает. Здесь до ноября следующего года сдача. В следующем году сдаете. И мы эту историю закрываем, слава Богу. Отлично здесь. Вместе сядьте, подумайте и на здравчас, и там прямо предметно. По второму году? Да, по второму году. Потому что это серьезное вложение. Это не миллиард, это полтора. Ну, я точно. не представляю, но это если делать хорошую историю, то лучше. На здравчас я там Как поручение раз дам. про роддом расскажем, Александр. Ладно, все. Успехов. До свидания. Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Салавату отправляется в институт «Салават нефтехимпроект». Эта организация проектирует производство нефтепереработки и нефтехимии. Занимаются здесь и с одаренными детьми. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы учащиеся лицея. Здесь мы получаем дополнительное образование по таким предметам, как химия, физика, математика и английский язык. В этом году мы успели пройти обучение на лаборанта химического анализа и получили 3-й разряд. Но мы считаем, что это не предел, и можно двигаться дальше. Мы принимаем активное участие и в олимпиадном движении, участвуем в олимпиадах как регионального, так и всероссийского уровня. Кроме учебы, мы занимаемся спортом. Мы играем в хоккей, баскетбол, футбол. Например, в прошлом году я даже не умел стоять на коньках, а в этом уже хорошо катаюсь. А вы, Радий Фаритович, умеете играть в хоккей? Нет. Ну, я обещал, что я научусь. А если что-то обещаю, всегда выполняю. Хорошо. Спасибо. Двух учителей вы сегодня наградили. Как вы здесь работают, нам здесь помогает. Здравствуйте. Расскажите, Да, развиваем здесь наших детей в нашем центре. Мы их обучаем в школе непосредственно. Это наши ученики, учителя. Одаренность наших детей немаловажная. Рост, успехи наших детей. Наши после работы с удовольствием приходим сюда, в эти созданные условия. В школе, да, работаем здесь все обычные школьные учителя. Ну, скажем, необычные. Лучшие в школе. Вообще, у меня слово «обычный учитель», у меня в лексиконе не существует. Учитель не может быть обычным. Учитель всегда с большой буквы. Спасибо. Вам спасибо. Наступающим. Большое спасибо. Успехов вам. Спасибо. Вашей работе. А это уже наша работа. Это ребята, которые уже проектности. Уже наше сердце. Мы жили после 8 лет. Это уже высшее образование. Это уже наши сотрудники. Проектные. Проектируем нефтехимию, нефтепереработку. Да. А там были школьники. А там школьники, да. Пойдемте. Быстрый переход. От школы на работу. Ваганов Алексей Иванович, мы сейчас находимся в строительном отделе. Здесь осуществляется архитектурно-строительное проектирование. В этом здании порядка 311 человек. Это пример промышленной установки. В качестве примера это 3D-модель промышленной установки, которая была спроектирована здесь для Салаватской площадки. Большинство студентов приходят, проходят обучение. Все это бесплатно, естественно, все в рабочем процессе. Хочу представить, вот первый выпускник нашего профильного класса, в 2008 году выпустился из профильного класса, прошел хорошее образование, это работал в лаборатории Касперского. Работал в лаборатории Касперского в Тинькофф. МГУ, математика, системное программирование. Вот эта программа, она разработана полностью нами, то есть мы за основу не брали никакой там американский там платформу никакую. То есть это система для автоматизации процессов производственных объектов. То есть, грубо говоря, это система, платформа, которая позволяет построить цифровой двойник завода и постоянно актуализировать информацию. Здесь небольшой пример. Здесь компрессорная, это компрессорная в нашей уже программе, это американская программа, это наша программа, она выглядит изнутри
Здесь мы видим сразу все отклонения от проекта, то есть все, что отмечено у нас сейчас красным светом, это означает то, что факт, соответственно, различается с планом. Вот наша же программа позволяет автоматически находить все отклонения с помощью сравнения облака точек и 3D-модели, которая в любом случае делается на этапе проектирования, и быстро создавать замечания. Например, инспектор авторского надзора видит отклонение, создает замечание, и уже буквально через одно мгновение и заказчик, и все подрядчики видят эти замечания, и мы тем самым экономим время для принятия решений. С этой платформой может работать сразу большое количество людей, и она актуальна в каждую секунду времени. То есть там нельзя внести изменения туда. Например, поменяли теплообменник, и здесь тут же отразилось это там, мгновенно. Вот, Герасим Фаридович, вот мы тоже следим за информационным полем. Мне кажется, нам что-нибудь отклонение есть. Все нормально, здесь как раз потенциал нашей работы, я думаю, что может быть полезно. И вот как раз на юге Башкортостана стать опорным таким информационным центром, проектировать IT-сопровождение, обучение. То есть мы ко всему готовы. Сейчас обсудим. Да, потому что я очень надеюсь, что все получится. И нам бы такого партнера, как вы, было бы здорово получить, таких ребят. Да, абсолютно. Хорошо. Очень приятно. Учителя, воспитатели. Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Салавату запланировал встречу и с ними. И мы отправляемся в Дом культуры нефтехимиков. Күңелем ярда, ертеңін бір шындай йылан. Күндіз мен қияшқа, түндерін йындыздарға қарап юл алам. Иренімді қаршы елдер күтті, сәсінде сал, йылдар туланы. Ишіктерді шақып инәгімді, иректерді қағып ұланым. Мой золотый край, мне жаль того, кто здесь не разумел. Не жаль того, кому не пел кулай. Башкортостан, я счастлив поклониться тебе за все хорошее во мне. Уважаемые коллеги, слово имеет временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Фаридович Хабиров. У меня, на самом деле, сегодня, вот, кроме слов, спасибо, на самом деле, вам нет ничего. Знаете, что я хотел сказать? Вот, выступать долго не буду. Знаете, спасибо вам еще за что? За то, что вот вы с нашими детьми так общаетесь, так их поддерживаете, так их воспитываете. Еще раз говорю, что социальную сферу учителей, педагогов, врачей мы будем поддерживать и все силы будем бросать на это. Это для нас очень важно. Дай вам здоровья, городу Салавату цвести, замечательный, хороший город, с хорошей перспективой. Мы будем помогать. Спасибо. Уважаемый Ради Фаридович, мы просим вас вручить нашим ветеранам педагогического труда юбилейные медали и наградить заслуженных учителей. Юбилейной медалью «100 лет образования Республики Башкортостан» награждаются ветераны педагогического труда Ларина Светлана Федоровна, отличник образования Российской Федерации, награждена почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации. 45 лет отдала Светлана Федоровна служению образования города в школе номер 12, затем в лицее номер 1. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Резида Ханифовна работала в детском саду номер 18. Педагогический стаж 40 лет. Горбунов Григорий Иванович,
отличник народного просвещения Российской Федерации. Работал в школе номер 9. Педагогический стаж 38 лет. Педагогическое мастерство премии главы Республики Башкортостан награждается лауреат конкурса «Молодой учитель года-2019», проводимого в рамках республиканского конкурса «Учитель года Республики Башкортостан» Антонова Элина Ильдусовна, учитель английского языка номер 23. Не приехать к педагогам вы же не могли, Нет, не хотя и плотный график. Да, приехал только сказать им спасибо, пожелать им хорошего начала учебного года. Ну и, конечно, я же вот все-таки, когда приезжаю, я же должен видеть сложные точки в городе. Вот в городе здесь очень старый школьный фонд, здания старые. Тут давно не строили школы, хотя вот вокруг везде школы строились, довольно много строилось. Лет Вот 25 уже не строили. в Стерлитамаке хорошие школы построили. Поэтому вот мы договорились, что построим новую школу, что важно. Вот это был, собственно, один из поводов, для чего я в том числе приехал. А так их поблагодарить, пожелать удачи. Здесь очень сильный педагогический коллектив, здесь очень сильные школы, поэтому здесь все на самом деле неплохо. Спасибо.